По призыву Международной ассоциации неправительственных организаций Восточного Туркестана на площади Баязид в Стамбуле прошла акция протеста против китайских оккупантов. 1 октября исполнился 71 год со дня оккупации уйгурского региона и создания Китайской Народной Республики. По данному случаю одновременно с 72 восточно-туркестанскими организациями в 103 странах мира 23 неправительственные организации, ведущие деятельность в Турции, провели пресс-релиз. В акциях протеста, организованных Всемирным уйгурским конгрессом и уйгурским движением в США, Германии, Франции, Великобритании, Австралии и Бельгии, приняли участие выходцы из Тибета, уйгурского региона, Гонконга и Южной Монголии. Организаторы акции осветили вопрос концентрационных лагерей и принудительного труда. Кроме этого, неправительственные организации Малайзии провели акцию солидарности с уйгурским народом и опротестовали 71-ю годовщину образования Китайской Народной Республики. Второй раз за 2 недели Палата представителей одобрила законопроект, направленный на пресечение импорта в США товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров и представителей других национальностей, проживающих в уйгурском регионе. Законопроект требует, чтобы публичные компании в США раскрывали информацию о том, ведут ли их товары или любой элемент их цепочек поставок к лагерям для интернированных или фабрикам, подозреваемым в использовании принудительного труда уйгуров и других мусульман. Законопроект был одобрен 253 голосами при 163 против и теперь будет направлен в Сенат. Его принятию предшествовало одобрение на прошлой неделе законопроекта, направленного на запрет импорта товаров, произведенных в Восточном Туркестане с использованием принудительного труда. В США члены Конгресса перечислили свои предупреждения об угрозах со стороны Китая в 2 отдельных отчетах, в которых указывалось, что усилия Вашингтона не отставать от Пекина, который становится мировой державой, оказались недостаточными. Демократы из комиссии по разведке отметили, что последствия данной ситуации могут быть серьезными. По их словам, если не пересмотреть распределение ресурсов, то в ближайшие годы США будет сложно конкурировать с Китаем на глобальном уровне. Конгрессмены заявили, что особое внимание следует уделять найму и консультированию так называемых китайских экспертов нового поколения. Председатель комиссии по разведке Адам Шиф сообщил, что пока есть время адаптироваться к ситуации, и выразил надежду, что разведывательное сообщество будет работать в партнерстве с комиссией для быстрого внедрения необходимых изменений. Вьетнам предупредил, что военные учения Китая в Южно-Китайском море негативно повлияют на многосторонние переговоры о правилах судоходства. В ходе пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Туханг заявил, что учения сделали непонятными заявления администрации Пекина и стран АСЕАН, согласно которым планируется возобновить переговоры для определения правил плавания в спорных водах. В понедельник Китай объявил о начале военных учений в 5 различных участках Южно-Китайского моря. В китайской провинции Хэнань в экспресс-боксах на станции логистики были найдены мертвыми по меньшей мере 5000 домашних животных. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местных волонтеров из организации по защите животных Вутоубанк. По данным издания, среди мертвых зверьков, кролики, морские свинки, кошки и собаки. Их перевезли в экспресс-боксах на станцию логистики Дунсин в городе Луохэ, провинции Хэнань в начале сентября 2020 года. По словам волонтеров, подавляющее большинство животных погибли 22 сентября от удушья, голода и жажды. В этот день около 20 защитников животных попытались спасти зверьков.